Иман на месте не стоит. Он как термометр, может повышаться и понижаться. Почему так? Ищите ответ на shakirt.com. Ссылка в описании. Жизнь и смерть миллионера Али Баната. Вчера состоялись похороны известного австралийского миллионера Али Баната. 30 мая 2018 года состоялись похороны известного австралийского миллионера Али Баната, прославившегося своей благотворительной деятельностью в странах Африки. Его жизнь кардинально изменилась после того, как он услышал страшный диагноз – рак. Молодой миллионер, который тратил деньги на дорогие игрушки, полностью переоценил свою жизнь и пустил все свои средства и усилия на благотворительную деятельность. В возрасте 33 лет у Али было все: 2 успешных собственных бизнеса и роскошная жизнь. Недавно я узнал, что Всевышний Аллах, и хвала Ему за это, Всевышний даровал мне рак, который поразил все мое тело. Я полностью изменил свою жизнь, стал помогать людям. Почему ты называешь это даром? Это дар от Аллаха, потому что Всевышний Аллах дал мне шанс измениться. У него было все, о чем могла мечтать молодежь, от быстрых автомобилей до дизайнерской одежды. Но его жизнь резко изменилась, когда врачи 3 года назад диагностировали ему рак и сказали, что ему осталось жить всего 7 месяцев. Узнав об этом, Али незамедлительно продал свой успешный бизнес и пересмотрел свой расточительный образ жизни, к которому он так привык. Все должно было измениться. Али, какой была твоя реакция, когда ты узнал, что болеешь раком? Я тут же избавился от своих машин, избавился от часов, даже от своей одежды. Я забрал ее в мое путешествие по Африке и раздал людям. Я захотел покинуть этот мир без ничего. С каждым днем рак давал метастаз и вскоре распространился по всему телу, к его легким и костям, как и для любого в его ситуации. Но он быстро принял эту новость самым позитивным образом и воспринял ее как подарок от Бога. Что ты чувствуешь сейчас, когда смотришь на эту роскошную машину? Езда на такой машине уже не представляет мне такой радости. Это уже не то, к чему я стремлюсь. После того, как тебе скажут, что ты болен, или когда ты сам узнаешь об этом, о том, что тебе немного осталось жить, то, клянусь Аллахом, это, наверное, последнее, чего ты будешь желать. Это не то, как мы должны проживать свою жизнь. Он пришел к осознанию того, что наиболее важно в его жизни на данный момент. Он начал больше времени посвящать размышлению, семье, благотворительности и всему тому, что делало его лучше. Он осудил свою предыдущую жизнь материальных ценностей и решил посвятить свою новую жизнь помощи другим. Только тогда человек понимает, что вся эта роскошь не принесет ему никакой пользы. И какова цена этой машины теперь для тебя? Теперь она не более дорога для меня, чем пара тапочек для африканского ребенка. Али учредил благотворительный фонд под названием «Проект «Мусульмане по всему миру». Эта организация в короткие сроки построила мечеть и школу в Африке, чтобы они стали непрерывным пожертвованием для Али, когда он покинет этот мир. Человек с добрым сердцем был известен своей благотворительной работой за последние 3 года. Он был вдохновением для мусульманской молодежи, посвятив свое большое состояние благотворительной работе. Благотворительный проект привлек более $2 миллиона со стороны по всему миру и до сих пор продолжает. Все средства распространяются между несколькими проектами, в том числе строительство более 200 домов, магазинов, школ, колледжей, мечетей и медицинских центров в странах Африки, в частности в Того. Помню, я бродил по кладбищу и просто говорил сам себе: после того, как ты уйдешь, ты ничего с собой не возьмешь. Никого не будет рядом с тобой, ни матери, ни отца, ни брата, ни сестры. Ничего, кроме твоих деяний.
Даже твои деньги, сколько бы у тебя их не было, ничем не помогут тебе. И единственное, что будет с тобой в могиле, это твоя милостыня. Это единственное, что поможет тебе, пока ты будешь находиться в могиле и до того момента, когда ты прибудешь в свою конечную обитель. По мере того, как реальность смерти все ближе и ближе подходит к Али, он проводит большую часть своей жизни в подготовке к встрече со своим Создателем, Всевышним Аллахом. Когда вы узнаете, что вы больны или у вас мало времени на жизнь, последнее, что вы хотите, тратить это время. И так мы должны жить каждый день, говорил он. Пророк, мир ему и благословение, сказал: кто желает встречи с Аллахом, то и Аллах желает встречи с ним. А кому ненавистна встреча с Аллахом, то и Аллаху ненавистна встреча с ним. Ты желаешь встречи с Аллахом? Я расскажу такую историю. После того, как у меня обнаружили рак, один из братьев посоветовал мне принимать специальное лекарство, которое должно было помочь мне снизить боль и все такое. Это лекарство оказалось очень сильным. Однажды я слишком много его принял и будто оказался в совершенно другом мире. Я не понимал, где я нахожусь. Это был сложный момент для меня. Свят Аллах, я начал видеть вещи, которые не мог даже представить себе раньше. В тот момент моя семья была рядом со мной. И они говорят, что я указывал наверх и говорил: «О Аллах, забери меня! О Аллах, забери меня!» Свят Аллах! То, что я видел, было настолько прекрасным, что мне хотелось навсегда поселиться там. На следующий день, когда я очнулся, мне было очень грустно, что Аллах не забрал меня. Я был на кладбище и думал про себя, что когда ты уходишь совсем один. Никого не будет рядом с тобой там. Ни мамы, ни отца, ни брата, ни сестры. Ничего, кроме твоих дел. Даже ваши деньги не будут там для вас. Поэтому единственное, что будет у вас, это благотворительность. И это единственное, что поможет вам в могиле, пока вы не доберетесь до вашего конечного пункта назначения. Врачи пророчили ему всего 7 месяцев жизни, но Аллах даровал ему 3 года. Все это время он посвятил помощи другим. Аллах забрал его душу в месяц Рамадана, в месяц, когда закрыты врата ада. Пусть Аллах простит его грехи и дарует ему сады рая. Аминь. Как вы все знаете, альхамдулилля, я умер. Я захотел записать небольшое видео для всех, кто поддерживал меня с самого первого дня и прошли этот путь со мной с самого начала. Пусть Аллах вознаградит всех вас. Иншаллах, вы продолжите поддерживать меня и мою организацию, иншаллах. Во-первых, небольшой совет братьям и сестрам. Вы видите, в этой жизни у нас были машины, у нас были деньги, у нас было все. Альхамдулилля, субханаллах. Много людей, пока я болел, присылали мне сообщения: «Брат, тебе гарантирован рай. Брат, ты сделал так много для общества и для уммы, но, субханаллах, это не стоит даже части благ, которыми одарил нас Аллах. Например, просыпаться утром и иметь возможность самим сходить в туалетную комнату. Я лишился этой возможности, лишился этого в конце моей жизни. Альхамдулилля. У Аллахи некоторым из нас не дается шанс от Аллаха Субханаху ва Тааля узнать, когда мы умрем. Некоторые, и даже многие из нас, умирают внезапно. Вы слышали про множество случаев, когда братья и сестры умерли в клубах от передозировки или тому подобное. Субханаллах. Поэтому при жизни, братья и сестры, старайтесь ставить цели, планы
создать проект, над которым будете работать. Даже если вы лично не занимаетесь, а финансируете проекты других, просто делайте что-нибудь. Валлахи, это понадобится вам в судный день. Братья и сестры, которые гонятся за мирской жизнью, валлахи, мой совет вам такой. Эта жизнь становится... Раньше мы говорили, 5 лет назад, 10 лет назад что-то происходило. Теперь все меняется каждый месяц. Валлахи, мы следуем нашим желаниям больше, чем мы следуем исламу в наше время. Мы должны быть осторожны, потому что, валлахи, это уже не шутки. Это влияет на наших детей, влияет на всех. Валлахи, иногда я просто сидел на кровати и плакал. Я хотел поддержки людей. А затем, субханаллах, Аллах отправил ко мне людей. Я никогда не думал, что они будут частью моей жизни или друзьями. Даже не знал, что они существуют. Когда я путешествовал, я встречался с людьми. Некоторые из них шли на многое, чтобы преодолеть расстояние из Дубая, Великобритании или других мест, чтобы навестить меня, когда я болел или лежал в больнице. Такова любовь ради всемогущего Аллаха Субханаху ва Тааля, без фотографий и подобного этому. Просто навещали, летели 14 часов, просто чтобы узнать, как я, Субханаллах. Для людей, которые больны, обеспокоены или переживают, я говорю вам, не волнуйтесь. Аллах Субханаху ва Тааля отправит вам людей, которых вы никогда не ожидали. Если вам действительно нужен кто-то, вам просто нужно довериться и положиться на Аллаха Субханаху ва Тааля. Небольшой совет для всех, иншаллах. Если вы можете вдохновить 1, 2, 3 человек на что-то благое, помните, оказавшись в могиле, иншаллах, вы получите вознаграждение за все, что они сделали, за всех людей, которых они привели в ислам. Иншаллах, это поможет в судный день. Поэтому всегда старайтесь создать проект или ставить цели, над которыми вы будете работать в этой жизни, иншаллах. Иншаллах, это поможет нам в могиле и в будущей жизни. Джазакум Аллаху хайран, вассаляму алейкум. Просим Аллаха проявить к Нему милость и даровать высшую степень в раю. Амин. Иман на месте не стоит. Он как термометр, может повышаться и понижаться. Почему так? Ищите ответ на shakirt.com. Ссылка в описании.